Развитие нелегального бизнеса и коррупции наносит колоссальный ущерб бюджету и способствует утечке денежных средств, что впоследствии приводит к ухудшению качества в жизни в стране в целом. Властями региона надзорным органам поставлена четкая задача – устранить нарушения в кратчайшие сроки. Сегодня проверяющие, среди которых налоговая служба, Министерство труда, администрация города, участковая служба и Роспотребнадзор, начали с улицы Чехкиева, магазин одежды и аксессуаров. Трудовой договор, Сотрудник торговой точки не смог предоставить необходимые документы. Соответственно, выходит, что магазин осуществляет свою деятельность без государственной регистрации, в отношении владельца которого не оказалось на месте, составлен акт и протокол о правонарушении. Лицо привлечено к административной ответственности в статье по 14.1 РФ КоАП. Теневая экономика – это своего рода комплексный феномен, который помимо налоговых уклонений влечет за собой нелегальные бизнес-сделки, отмывание денег и подпольный трудовой рынок. Это позволяет понять масштаб его влияния на социальные, экономические и политические процессы. Второй в списке проверяющих – продуктовый магазин. Ситуация аналогичная, как и по первому адресу. Недели, полторы-две надо, да, сейчас официально установил, у меня даже рабочих. Торговая точка действительно функционирует меньше месяца, поэтому с владельцем надзорные органы провели беседу, в которой разъяснили все, что необходимо сделать ему, как индивидуальному предпринимателю. В скором времени комиссия вновь сюда наведается с повторной проверкой. Если регистрацию не сделают, повторно будут привлекаться к административной ответственности, пока все нарушения не будут устранены. Последним на сегодня по списку стал тоже продуктовый магазин, располагающийся через дорогу. Этот супермаркет функционирует не первый год. Здесь, как правило, большая текучка и, соответственно, прибыль. Регистрация. Документы о том, что продуктовый стоит на налоговом учете, специалистам предоставлены. Магазин также имеет необходимую кассовую технику для выдачи чека покупателям. Но проверочная комиссия на следующей неделе вернется сюда вновь, так как из 10 сотрудников имели трудовые договоры только 6. Также сегодня Роспотребнадзор провел проверку условий хранения товаров, сроки годности и маркировку. Делалось это через национальную систему мониторинга для контроля подлинности товаров «Честный знак». По нему каждый потребитель может отсканировать QR-код и увидеть всю необходимую информацию о продукте. Информация о товаре. Вот, даже срок годен еще 71 день. Мы видим, да, что здесь реализуется продукция, молочная продукция, упакованная вода. При считывании QR-кода данная продукция сама маркирована, да, пробивается, проверенный товар, сроки годности соблюдаются, но у самого индивидуального предпринимателя отсутствует регистрация в этом честном знаке. Это является нарушением. По итогам этих рейдовых мероприятий мы составляем справку, информацию, направляем в прокуратуру. Уже прокурор привлекает данное лицо нарушителя к административной ответственности за отсутствие данной маркировки в системе. На предыдущий год по МАГАСу числилось 242 индивидуальных предпринимателя, 46 из которых были без государственной регистрации. В ходе межведомственных проверок 16 были поставлены на налоговый учет. Надзорные органы будут и дальше проводить свои еженедельные рейды по торговым точкам. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, МАГАС 24.